Значит, что касается демографии. Я буквально несколько слов. Картина очень невзрачная. Идет вымирание по всем категориям населения. Документы, вот ссылки все есть, это документы местные все. И по прогнозу 30-го года дальнейшая убыль населения. То есть, нельзя так жить. Нельзя без веры в будущее нормально работать, особенно для молодежи это губительно. Более того, скажу, что идет убыль населения по всем центрам региональным, по всем районам. То есть, кроме одного района, в 2018 году, данный 2018 год, убыль по всем. То есть, это не отдельные места, типа там Воркуты, а это все. Теперь к докладчикам нашим. Сегодня у нас, я уже говорил, что это и самые яркие в стране специалисты, системщики. Юрий Васильевич Крупнов. Одновременно скажу, что это мои друзья и коллеги многолетние, десятилетиями мы знакомы и работали вместе по разным направлениям. Значит, он у нас имеет богатейший опыт, в том числе на Дальнем Востоке работал, на больших должностях. Значит, он сам о себе расскажет и выступит. И второй содокладчик будет Гундаров Игорь Алексеевич. Для меня это тоже невероятно яркий человек, потому что он показал на основе шикарной статистики медицинской, и не только медицинской, показал, что если нет образа будущего позитивного, то народ вымирает. Причем не только в России, а во всех странах, в которых складывались кризисные ситуации, без образа будущего позитивного нет и страны, нет и суверенитета. На этом я свое вводное выступление заканчиваю. И дальше технический вопрос. Значит, у нас, я так полагаю, сначала выступит Юрий Васильевич Крупнов с докладом, потом Игорь Алексеевич, а потом вопросы и после этого выступления. В первую очередь слово будет представляться представителям аудитории, в зале кто сидит. И кроме того, конечно, по электронной тоже можно будет связи задавать вопросы и выступать. Итак, Юрий Васильевич, прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Крупнов Юрий Васильевич. Меня слышно, да? Все нормально? Презентацию дайте право, Юрий Васильевич. Да, сейчас я презентацию, соответственно, прошу включить. Так. Базовый слайд видно? Получилось включить презентацию, коллеги? Да, видно, только на полный экран сделайте. Да, хорошо. Так, все нормально? Да, спасибо. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, спасибо за приглашение выступить. Моя презентация будет, конечно, проблематизирующей. К сожалению, по-другому не получится. И я прошу так ее воспринимать, как, собственно, приглашение к совместному размышлению и к началу вообще обсуждения колоссальной проблемы, конечно, не только и не столько Республики Коми, сколько нашей страны в целом. Это прежде всего вопрос, связанный с тем, что с 1992 года Российская Федерация фактически вышла в режим открытого вымирания. То есть, да, у нас в 13, 14, 15 годах небольшие были данные позитивные, была некоторая не убыль, а некий рост населения по незначительным количествам. Но это 3 года, это привет нам из конца 80-х годов. Тот пик рождаемости, который был в конце 80-х годов, он отразился, очень, еще раз говорю, повторяю, незначительно отразился в 13, 14, 15 годах. Но сейчас мы летим в очередную, соответственно, демографическую яму. И самое страшное не это, потому что, да, потом в 30-е годы будет опять некое возвышение, но все равно уже будет только убыль, естественная убыль. Слово естественная убыль, как мы понимаем, оно чудовищное, но таков термин. Потому что вся эта убыль, конечно, не может рассматриваться иначе, как противоестественная. Но естественная убыль населения и вопрос для всей страны, не только для Республики Коми, как с этим жить, что с этим делать, как развернуть вымирание страны. И это вот один момент и один аспект. С другой стороны,
Республика Коми, к сожалению, конечно, находится среди отрицательных лидеров даже в тяжелейших демографических условиях Российской Федерации. И я хотел бы порассуждать вообще, что с этим можно ли сделать вообще, имеет ли смысл напрягаться, может быть просто надо отдаться естественным неким процессам, объективным, и, соответственно, не заморачиваться, а заниматься какими-то другими вещами, там, чистой экономикой или еще чем-то. И я рискну предположить, что если вот получится то, что задумали вы в Республике Коми, будет создан мощный общественный субъект развития республики, то я считаю, есть все возможности для того, чтобы впервые в России была предложена региональная жизнестратегия. Вот слово «жизнестратегия», я понимаю, оно звучит немножко непривычно или совсем непривычно, но это вообще-то чистый перевод очень известного в социологии и философии термина «биополитика». И вот Мишель Фуко очень активно использовал этот термин. Если его перевести, это и есть жизнестратегия, биополитика. То есть политика в интересах жизни, а не вымирания. И напомню, что обратной, к сожалению, является политика, тонатополитика. То есть политика смерти, политика вымирания. Ну, если опять перевести чисто на русский, такая смертостратегия, звучит, конечно, совсем ужасно, поэтому лучше по-гречески, тонатополитика. Но хочу напомнить, просто для того, чтобы мы не забывали наш контекст культурно-исторический, что наш выдающийся философ Николай Федорович Федоров вместе с другими проектировщиками на переломе 19-20 веков называли вообще это смертобожием. То есть, когда смерть принимается вот в таком смысле, в том числе в демографическом, как некий закономерный естественный процесс, как и энтропия, да, тепловая смерть, принимается как естественный процесс и, соответственно, потихонечку превращается в объект культа. Так вот, я попытаюсь в моей презентации, в докладе, попытаюсь показать, что есть все предпосылки, с учетом в том числе начавшейся у вас уникальной работы, для того, чтобы впервые в России была предложена региональная жизнестратегия, которая затем может выступить для всей страны, для всех субъектов федерации в виде некого образца. Дальше там можно спорить, добавлять, ее конкретизировать, но я утверждаю, что такая возможность есть, и, в общем-то, наша ответственность в том, чтобы эту возможность использовать. Давайте посмотрим, ну, сначала все равно придется по ситуации. Вот смотрите, 2 года назад Петростат посмотрел, что будет в вашей же республике, не только в Москву, но и в Питер. Вот что это будет означать, да? Но мы видим, что дальше идут красные негативные столбцы, то есть потеря населения, и, к сожалению, к великому сожалению, Республика Коми, она здесь оказывается отрицательным лидером. Более чем 1/5 часть населения уже к 1936 году по официальному, я смею вас уверить, чуть-чуть приукрашенному прогнозу Петростата, то есть Санкт-Петербургской статистики официальной в системе Росстата, более 1/5 части населения исчезнет в Республике Коми. Мне очень важен этот 1936 год, потому что я никакого отношения не имел к этим подсчетам. Я еще раз повторяю, что готов показать, что они чуть приукрашены, но даже в этих совершенно официозных, официальных, Росстат, орган правительства, подчиняется Минэкономразвитию России, соответственно, мы видим минус 22,6% убыли населения, минус населения, более 1/5 части. Теперь посмотрим, что можно прогнозировать, соответственно, до следующего века, до, соответственно, 22 века. Ну, опять, эта кривая, она, собственно, сама за себя говорит. И мы видим, что с нынешних там, 813 тысяч населения, по сути, республика превратится в один Сыктывкар. То есть вот 270 тысяч, ну в Сыктывкаре чуть поменьше, но и расчет, сами мы все понимаем с вами,
что расчет он не до одного человека и даже не до 10 тысяч. То есть в этом смысле, вот что было в 1933 году прошлого века, то в республике станет к концу столетия. И что это? Что, как к этому относиться? По сути, республика пройдет тот путь, который за 30 лет, тот негативный путь, прошла Воркута, сбросив население почти в 3 раза с нынешних, до нынешних 52 тысяч человек. И вот заполярная Воркута со всеми ее проблемами, фактически республика, получается, повторит, в более растянутом варианте. И этот прогноз не самый пессимистический. То есть это, я утверждаю, средний, даже чуть завышенный прогноз. Потому что на самом деле я не уверен, что когда, примерно условно в 50-м году численность упадет ниже 500 тысяч, я не уверен, что процессы выезда, по сути убегания из республики не приобретут на порядок более интенсивный характер. Вот суть того, что как бы запрогнозировано, и если мы ничего не делаем, не дергаемся, говоря по-простому, вот то, что нам предстоит. До этого я вам Петростат дал прогноз, вот это прогноз тот, который, еще раз говорю, средний или даже приукрашенный, легко считается. Фактически, республика, по сути, исчезнет к концу столетия, потому что со всеми огромными пространствами и так далее, задачами хозяйственными и прочими, мы получим Сыктывкар, растянутый на всю республику. И проблема, безусловно, собственно, здесь вот Владимир Евгеньевич, он у нас ведущий представитель вообще проблематики рефлексивности и рефлексии. И проблема вся в том, что мы все, я тоже там здесь поглубже, может быть, чуть-чуть или побольше у меня опыта, но в принципе мы все очень плохо рефлектируем предпосылки нашего сознания. Вот когда принимаем микрорешения на уровне муниципальном, там, в семье или на уровне республики и так далее. А эти предпосылки, они по сути, если они останутся, они нас, вот как показано на этой страшной предыдущей кривой, они нас загоняют, по сути, в исчезновение республики как таковой. Первая предпосылка. Рождаемость не главное сегодня. Повысить ее, по сути, невозможно. Более того, я цитирую огромное количество, чуть ли и официальных документов, не говоря уже про статьи демографов. Рождаемость низкая – это признак развитости территории или страны. В самом деле, мы же не какая-нибудь там Нигерия или Афганистан, где условно там 5-7 детей на одну женщину. Вот первая предпосылка. Все эти предпосылки, еще раз говорю, на мой взгляд, чудовищны, если в них вдуматься. Они лежат в основе наших рассуждений и действий. И они, конечно, на мой взгляд, абсолютно неадекватны и не являются ни в коем случае истинными. Но они есть. Вторая предпосылка. Большая многодетная семья ушла в прошлое. Это было тогда, крестьянские семьи, 100 лет назад. Сегодня даже 1,5 ребенка, полуторадетная семья под вопросом. Поэтому надо стимулировать рождение максимум 2-го ребенка. А сегодня на федеральном уровне вовсю продвигают идею стимулирования 1-го ребенка. Напомню, что такое есть микродемографическое правило. Если хотите получить семью с n количеством детей, стимулируйте n плюс 1 ребенок. То есть если на федеральном уровне сегодня речь идет на всех уровнях, во всех рассуждениях, кроме президента, подчеркну это специально, о том, что нужно стимулировать 1-го ребенка, это значит, мы идем к бездетной семье. И, наконец, третий момент. Миром будут править глобальные города, и, собственно, уже правят, типа Москвы, и, безусловно, расположенные поюжнее, чем Республика Коми, я уж не говорю там про Заполярье. Да? Поэтому отъезд из республики, убегание из республики будет продолжаться, а скорее всего даже усиливаться вот в эти огромные города-государства. Там дальше есть разные теории, там 30 таких супергородов, есть 170 городов, неважно. Важно то, что все туда сбежимся, там только можно нормально жить, и более того, это нормально, норма, и так из этого надо исходить.
Вот три предпосылки, которые, на мой взгляд, раскурочивают все наше будущее и, по сути, являются, ну, если говорить языком Николая Федоровича Федорова, в чистом виде смертобожия. Или, говоря более красиво, по-гречески, отражением принципов тоната политики. Не жизни стратегии, а смертостратегии. И вот смотрите, вот, я беру очень хорошего демографа, я хочу подчеркнуть, очень интересного специалиста с интересными статьями, да, Попову Ларису Алексеевну, которая работает у вас в республике, очень плодотворно, у нее и ученики, насколько я знаю, уже есть, очень хорошие статьи. Но давайте вот к этим принципам отнесем, не к эмпирике и статистике, а к принципам. Вот российская газета 2 года назад, смотрите. По словам руководителя научной группы, заместителя директора института Ларисы Поповой, проблема смертности для России сегодня актуальнее, чем рождаемости. Если по последнему показателю рождаемости Россия стоит в одном ряду с промышленно развитыми странами, представляете, мы наконец-то вошли, так сказать, в промышленно развитые страны, то по продолжительности жизни не входит даже в первую сотню. Вот, пожалуйста, вам, рождаемость не важна, и более того, низкая рождаемость показывает, что мы с вами, так сказать, не зачуханные какие-нибудь, не в какой-нибудь Центральной Африке, а мы с вами в промышленно развитых странах, да, хоть и вымираем, но в промышленно развитых странах. Или дальше другая статья Ларисы Алексеевны. Самой просемейной мерой демографической политики можно считать приоритет вторым рождением. То есть приоритет вторым рождением, это значит курс, ну, в лучшем случае, на полуторадетную семью. Полуторадетная семья, график, смотрите, который я дал выше, к концу столетия из республики Коми будет растянутый на всю территорию республики один город Сыктывкар. Это политика стимулирования вторых рождений. То есть, понимаете, из этого следует такой пункт, как бы очевидный, что, ну, депопуляция республики это неизбежно. Следовательно, это норма, нормально. Ну, мы же не обсуждаем с вами там поворотить движение Солнца вспять или еще что-то. Такой ерундой не занимаемся, мы же с вами серьезные люди. Да более того, мы же с вами среди промышленно развитых стран, а не в Африке. Поэтому, ну да, исчезнем, но зато исчезнем красиво, как промышленно развитая страна. Ну, красиво. Смотрю флагманский проект Республики Коми «Демография». Это официально то, что на базовой презентации в стратегии Республики Коми самый свежий. Смотрите, ну вот официально. Итак, что включает флагманский проект «Демография»? Ну давайте с конца начнем. Ну, спорт – норма жизни. Я за спорт, я не против. Ну вот просто как-то мне не очень понятно с точки зрения тех кривых, которые я показал. Вот спорт – норма жизни. Ну что, ну и при чем здесь демография? Ну давайте другой какой-то проект, там спорт, физическая культура и так далее. Региональный проект укрепления общественного здоровья. Ну замечательно, но у нас вообще-то нацпроект здоровья есть отдельный. Конечно, я за здоровье, но какое отношение к демографии? Да? Дальше. Реализация программ поддержки качества жизни старшего поколения. Старшее поколение. Ну, понятно, старшее поколение у нас ходит голосовать, поэтому надо его поддержать. Плюс недавно была пенсионная реформа, которую, мягко выражаясь, мало кому понравилась, поэтому старшее поколение надо ему подольстить, надо ему что-то подкинуть. Понятно. Вот. Но пока это не имеет никакого отношения к тому, чтобы исправить ту страшную кривую, которую я вам нарисовал объективно. Наконец, содействие занятости женщин. Ну, это интересно, да. Хотя мы понимаем, что тоже это очень абстрактно, потому что, ну, каких женщин? Матери-одиночки с одним ребенком, допустим, да, которых там до трети от всех женщин и, по сути, в разрушенной семье. Ну, давайте ей посодействуем, да, я за, естественно, тут не надо меня ни в чем обвинять, но что это нам даст? Что это нам даст? Это нам даст больший комфорт для этой женщины. Здорово, это важно, надо стараться это делать. Но это не вопрос демографии, если хотите. И, наконец, финансовая поддержка семей при рождении детей. Вопрос, каких детей? Если мы стимулируем второго, а то и первого,
ну, то есть, по сути, при рождении первого ребенка мы будем награду давать, а кто, понятно, финансовая поддержка семей, непонятно. Не говоря про то, что даже если мы увеличим льготы, как уже показано там в десятках исследований, и в том числе и эмпирическом опыте, мы, по сути, ничего особо не исправим. То есть это потому что льготы и финансовая поддержка – это не стимулирование к большей рождаемости. Это скорее чуть-чуть повышение статуса и уровня жизни с точки зрения минимальной достоинства этой жизни. Понимаете? Поэтому вот смотрю флагманский проект Республики Коми «Демография». Честно говоря, не вижу здесь ничего, что откликалось бы на ту страшную кривую, которую хочу вам тогда напомнить еще раз. Ничего в этом флагманском проекте не вижу, что эту кривую, ну, хотя бы там где-то чуть-чуть поднимет вверх. Вот этот страшный конец, который похож на штопор, находящегося в штопоре самолета. Да? Ничего там в этом флагманском проекте не вижу. Там возникает вопрос, а тогда что в этом проекте? Еще раз повторяю, я убираю вопросы выборов, как-то компенсацию последствий пенсионной вот этой реформы с повышением возрастов, тем более для северян и так далее. Я говорю с точки зрения, вот просто пока говорю с точки зрения вымирания, либо не вымирания республики. Ничего не вижу в флагманском проекте Республики Коми «Демография». Возникает вопрос, кто и зачем его составляет. На мой взгляд, ну, какие-то люди серьезные, да, понятно, социальщики и ученые, но я не понимаю, зачем. Ну, может, я не прав, я для того, чтобы мы с вами рассуждали, обсуждали, с удовольствием послушаю критику в свой адрес. Может быть, вы мне разъясните это, и я увижу то, чего я пока не вижу. Соответственно, на самом деле мы приходим к тому, что сегодня демография – это вообще колоссальная проблема, причем такая всемирно-историческая, с одной стороны, потому что эти замечательные промышленные страны, в которых не хотят рожать, это не только наш вопрос, а действительно это вопрос 20 век, везде снижалась рождаемость. Вообще-то мы перестали выходить на уровень простого воспроизводства еще в советское время, со всеми северными надбавками, социальной политикой. 1964 год. Я страшно просоветский человек, полный фанат Советского Союза. Я считаю, Советский Союз – это вершинное явление вообще нашей российской истории тысячелетней, просто вершинной. И я абсолютно ненавижу любого антисоветчика и так далее. Но мы не можем убрать объективную статистику и факты. 1964 год. Там мы прекратили, по сути, рождаемостью восполнять смертность. Ну, там старшие возраста это закрывали до 92 года, но в принципе 1964 год. И вот демографическая проблема сегодня для меня это то же самое, что, ну скажем, для СССР была проблема атомной бомбы в 1944-1945 году. То есть это проблема жить или не жить, to be or not to be, быть или не быть. И эту проблему надо четко зафиксировать, она проблема. Дело не в том, что у меня есть решение в кармане, у Владимира Евгеньевича, у Ларисы Алексеевны Поповой, которую я цитировал, еще у кого-то. Нет пока решения, нет его, просто нет. Это колоссальная проблема. Понимаете? Вот. Это никто не знает, что с этим делать. Никто. Но надо определяться, во-первых, что это проблема, что она есть, а не так, что все идет объективно, это норма, что мы вымираем и так далее. И в этой проблеме, ну, собственно, вот эти вопросы. Вымирание – это неизбежность, и все, и надо смириться и забыть. Или это временная беда, в которую мы попали, в том числе по своей глупости. Республика так и обречена терять население, или, возможно, как-то закрепить население, а может быть даже наоборот. Так сказать, все будут стремиться поехать в Республику Коми. Каждая молодая семья, так сказать, из Москвы, я уж не говорю про другие, будет говорить, ну чего, тебе дали разрешение на въезд в Коми и на поселение? Нет, пока еще глава республики не дал. Жалко, завидую, а вот моему соседу дали и так далее. Третий момент. Управляемое сжатие, очень модное, особенно сейчас на Воркуте отрабатывается. Огромное количество, на мой взгляд, очень странных географов, они рассуждают, что
плохо, когда хаос, конечно, плохо, но надо управляемое сжатие, надо сжаться, сократиться. Вот, на мой взгляд, эта технология, которую с удовольствием цитируют и, так сказать, рассказывают о кейсах из Соединенных Штатов Америки и других ведущих странах мира, тот же Детройт, приводя в пример. Вот, на мой взгляд, давайте хотя бы поймем, а может быть управляемое расширение, если хотя бы технология управляемого воспроизводства. И вот эти проблемы, они задают, вот эти вопросы, они задают проблему, еще раз. Просто очень важно, рефлексивно, не спешить, не проскакивать, не ругаться, не обвинять друг друга, кто-то что-то не понимает, еще чего-то, а понять, что это колоссальная проблема, но это вопрос жизни и смерти. Понимаете, вот мне очень запало в душу, когда я был в Пакистане, то первый раз, когда приехал, говорил с военными, с обычными людьми, и мне сказали, говорят, что, знаете, что такое для Пакистана была атомная бомба? А это уже буквально там 80-е, 90-е годы. Выходили люди на демонстрации, поскольку это суверенитет страны, давайте уже будем откровенны, да, это очевидно. Выходили люди на демонстрации с лозунгами: мы будем есть траву, но у нас будет атомная бомба. То есть это означает, что это самоопределение общественное с точки зрения решения проблемы суверенитета для Пакистана. Для нас сегодня демографическая программа это такая же, как ядерная программа, атомный проект у нас в 40-х годах, у Ирана сейчас, у Пакистана 20 лет назад и так далее. То есть в этом смысле это надо понимать, и это фактически религиозный вопрос, опять же, то есть чтобы здесь идет беспощадная война, религиозная война, потому что одни говорят, вымираем, и слава Богу, что ж теперь, так все, посмотрите на развитые страны, хотя они очень разные, и в США население растет, в Израиле растет, это я так, для примера развитых стран. Соответственно, вопрос сегодня, на мой взгляд, из этой проблемы, как развернуть вымирание. И, соответственно, нужно самоопределение. Я считаю, это вопрос не правительства даже, само собой, но это вопрос общественного субъекта. То есть он должен самоопределиться. И я не могу вместо него самоопределиться из Москвы и сказать, вы там не вымираете, или наоборот, да вымираете вы, и так далее. Да? То есть вопрос-то в другом, что должно быть произойти самоопределение. Выбирает что Республика Коми? Каждый человек в Республике Коми, каждая общественная организация в Республике Коми. Жизнестратегию или смертостратегию, биополитику или тонатополитику. Вот, на мой взгляд, это, конечно, ключевой вопрос. Юрий Васильевич, уже так к выводам поближе. Да, все, у меня максимум 4 минуты. Соответственно, что надо делать, если мы выбираем жизнестратегию? Первое. Ставка на многодетную семью. Нормой должна стать неотрадиционная семья с 3-4 детьми, и таких семей к 40 году должно быть половины. И стимулировать надо не второго, и тем более не первого, а 4-го ребенка, после которого каждая нормальная семья должна попадать в коммунизм, в республике. Второе. Ставка на удержание населения через очерчивание перспектив полномасштабной жизни. Наука, образование, промышленность. В триаде, в единстве. Приведу ряд проектов развития, которые, я считаю, могли бы задать совершенно новую динамику и перспективу для республики. Прежде всего, это Печора. Печору надо ввести в оборот. Это особый вопрос организации гидротехнического обустройства реки и создания водного тракта, который будет включен в единую систему Каспийско-Балтийской Беломорской магистрали. И плюс здесь прекрасный проект Белкомус железнодорожный, но без Печоры он висит в воздухе и будет чисто затратным. А Печора даст нам киловатт-часы в огромном количестве и, соответственно, позволит ее сделать стержнем развития республики. Дальше, мощный порт на Печоре, там Нарьян-Мар, может быть Кындиги, это надо отдельно обсуждать, но нужно сделать мощный порт, который бы позволил опять двустороннюю торговлю, взаимодействие. Полную связанность республики, авиатизация, биоэкономика как новое рациональное использование всех биоресурсов. Воркуту надо сделать, безусловно, образцовым флагманским городом и показать,
при всех сложностях показать, что Воркута это не просто мы ее приговорили и все, и она уже там, как пишут в центральной прессе, 1 рубль за квартиру и так далее. Понимаете? То есть надо от этого уйти. Безусловно, Арктика с увязкой, с проектом Урал промышленный, Урал полярный, титановый кластер на основе Ирекского нефтетитанового месторождения. Это некий набор базовых проектов, он тоже надо обсуждать, спорить и так далее. Вот, собственно, реки. Это транспортно-энергетическая водная система севера России. И здесь Печора, она могла бы и убрать изолированность республики, совершенно дать новые возможности, и стать стержнем. Это отдельный большой разговор. Соответственно, какие предложения конкретно, если мы обсуждаем перевод республики в режим жизненной стратегии? Первое. Поскольку я, как понимаю, что мы обсуждаем в том числе общественный субъект, то вот я предлагаю, ну, естественно, все это для обсуждения, дискуссии, своего рода создать такой демографический конвент Республики Коми, как общественного субъекта жизненной стратегии и так далее. Там должны быть и чиновники, и все, но это неформальный такой клуб, который за жизненную стратегию начинает это двигать на всех уровнях, по всем направлениям. Второе, конечно, нужно до 50-го года демографическую политику делать. И, соответственно, что позитивную, что мы не будем выбирать. Дальше, конечно, желательно создание Министерства семьи и демографического развития. Рождаемость и дети – это не инкубаторские, а это семья прежде всего, и прежде всего многодетная семья. И организация проекта «Многодетная республика» как флагманского для, соответственно, других республик. Мне, кстати, показалось очень правильным, там, пиар, не пиар, но вот было Всебелорусское народное собрание буквально 2 недели назад, и Лукашенко выступал, и он такой предложил проект «Многодетная Беларусь». И сзади там, за трибуной был «Многодетная Беларусь». Но вот, мне кажется, просто надо красть эту идею, не стесняясь и так далее. Коллеги, спасибо большое, готов к любым дискуссиям. Спасибо. Спасибо, Юрий Васильевич. Презентацию снимите, закройте. Так, значит, поскольку у нас было достаточно критичное выступление и одновременно конструктивное, давайте вопросы к Юрию Васильевичу, а потом уже перейдем дальше к Игорю Алексеевичу. Вопросы к Юрию Васильевичу есть? Аудитория? Значит, прежде всего аудитория. Все понятно. В аудитории есть вопросы? Согласен. Полностью. Пойдем дальше. Просим. Только представляйтесь, пожалуйста. Начальник управления занятости Алексей Владимирович. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что именно на первого ребенка нельзя стимулировать? Или не нужно стимулировать? На рождение первого ребенка. Не говори. Хороший вопрос, он сутевой, он по сути. Потому что здесь вопрос не в том, что не нужно поддерживать, не нужно там по возможности как-то подбрасывать деньжат и так далее, да, или еще что-то. Просто ресурс ограничен. И вопрос возникает, какой выбор самой республики демографической. Если жизненная стратегия, то, на мой взгляд, надо стимулировать 4-го. То есть вопрос не в том, что 1-го не нужно, а вопрос, кого нужно. Вот нужно стимулировать 4-го. Если же мы весь акцент переносим на 1-го, я еще раз говорю, то очень грубо такого закона нет демографического, но это означает, что мы фактически стимулируем в лучшем случае однодетную семью, а скорее всего стимулируем child-free, то есть, соответственно, бездетную семью, потому что если у людей ослаблено элементарно инстинкт семьи до того, что надо 1-го стимулировать, уговаривать, ходить, ну так, по-простому, да, что значит стимулировать, вот, то это значит, что они 1-го не родят. И это все фантазии, которые нас в любом случае не спасут от вымирания. Поэтому 4-го надо, а 1-му, конечно, надо помогать. Спасибо. Вопросы еще есть? Аудитория. Может быть, вопросы есть кто по онлайну связан? Муниципалитеты и другие. Тогда просьба как-то заявиться, поднять руку, там есть значок такой, или в чате. Есть вопросы у онлайновских участников? Так, хорошо. Аудитории нет вопросов?
Есть вопрос. И Владимир Давайте. Ильич, Давайте. Юрий Васильевич, Представьтесь, пожалуйста. Киселев Игорь Валентинович, опора России, Республика Коми, председатель. Юрий Васильевич, очень емкая вообще презентация и доклад, абсолютно с вами согласны. И тона политика, и эта беременная смерть Бахтина, которая над нами нависает уже 30 лет, и, так сказать, мы от этого никак не можем избавиться. У меня вопрос по абортам. Как вы относитесь к вот этой проблеме? Она постоянно дискутируется, особенно про аборты по немедицинским показаниям, когда там бросил парень там, или еще что-то случилось, и я боюсь, что я не справлюсь, и у нас масса, собственно, смертности, она у нас происходит до рождения. Вот. Поэтому как вот вы смотрите на эту проблему, вот, ваш экспертный взгляд? На мой взгляд, здесь смешано три вопроса, которые надо разделить в проблеме аборта. Но аборт — это убийство, поэтому это вопрос греха, и тут что обсуждать. Поэтому я не думаю, что есть в мире люди, которые за аборт как таковой. То есть не в плане разрешения на аборт, а за аборт как таковой. Понимаете? Ну уж какие-то, может, там, не знаю, сатанисты совсем и так далее. Поэтому все время подменяется этот вопрос. Безусловно, это грех. Что это обсуждать? Грех, в котором очень часто в большей степени виноват мужчина, чем женщина. Это тоже все понятно, все прекрасно понимают. Да? Вот. Это одна сторона. Вторая сторона, это, я бы так сказал, техника демографическая. Ну, мы сейчас запретим, например, аборты, перестанем через ОМС финансировать эти аборты. Да? Как, например, такие наши, я считаю, экстремистские товарищи требуют и прочее. Я вам гарантирую, что у нас от этого не увеличится число рождений. Понимаете? И третий момент, почему? Потому что на самом деле, ну, мы прекрасно понимаем, что сегодня технологии контрацепции, они находятся в таком состоянии, что в принципе вполне допускают полное регулирование рождаемости. Понимаете? Поэтому мы сейчас не 100 лет назад находимся. И эта тема, я считаю, она во многом спекулятивная. То есть там как грех, это безусловно. Вот. А как начинают дальше всякие меры предлагать, я считаю, это чисто демагогия и спекуляция. Лучше бы, как я знаю, десятки замечательных общественных организаций по всей стране, которые просто перевербовывают женщин там, в женских консультациях, в больницах и так далее, перевербовывают, помогают, там, обещают и выполняют, там, коляски им привозят, соответственно, для младенца все, что необходимо, собирают деньги, доплачивают там, после рождения и так далее. Вот это общественная работа колоссальная и гениальная, великая, вот это реальное дело. А вот спекуляция о том, что сейчас запретить аборты и так далее, и страна расцветет, это, на мой взгляд, такая крутая демагогия. Спасибо. У кого еще вопросы есть? Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Ольга Емельяновна Петкова, ресурсный центр «Вектор». Юрий Васильевич хотела ответить Игорю Валентиновичу. В Республике Коми ресурсный центр «Вектор» как раз занимается развитием и поддержкой семейно ориентированных НКО. Мы начали заниматься с 2019 года, и нас пока очень мало. И как раз мы будем инициировать в Республике Коми создание первого семейного ресурсного центра как раз по развитию вот таких социально ориентированных некоммерческих организаций, которая бы помогала как раз психологически, все виды поддержки, которые может оказывать общественная организация в диалоге с государством и как раз помогать вот таким вот семьям. Спасибо. Поэтому вот прекрасная информация. Поэтому вместо того, чтобы спекулировать на аборт, как делает масса политиканов, лучше бы государство и, в частности, республиканский бюджет подбрасывал контролируемые, понятно, деньги для работы таких организаций. Так сказать, бюрократические действия ничего почти не дадут. А вот когда общественная организация, я просто знаю, там, я еще раз говорю, как разведка, как спецназ пробирается в женские поликлиники там, да, и перевербовывает женщин, вот эту работу, она уникальная, это действительно требует просто поддержки из республиканского бюджета. Спасибо. Есть еще желающие? Аудитория?
Если нет, то будем двигаться дальше. Ваша